Добрый день, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко и сегодня в эфире. Кровавый теракт в Кабуле. Число раненых может достигнуть несколько сотен человек. Вместо казны в карман глава пропрезидентской социал-демократической партии Кыргызстана оказался возможным расхитителем имущества беглого Курманбека Бакиева. Исламское движение Узбекистана объявило о самоликвидации. Все его члены вошли в состав исламского государства. Верховный суд Таджикистана отменил компенсацию солдату, который по вине армии стал инвалидом. У семьи Шахбола Мирзоева кончились деньги, они просят о помощи. Дефицит политической воли. Дорогу открыли, воду пустили, а 20 соток обменять не могут. Хроника переговоров на киргизско-таджикской границе. Сегодня в Кабуле произошел один из крупнейших по числу пострадавших теракт. По разным данным, ранения от взрыва, начиненного взрывчаткой грузовика, получили от 200 до 400 человек. Еще от 7 до 15 человек погибли. Ответственность за содеянное пока не взяла ни одна террористическая группировка. По первым данным Министерства здравоохранения, ранения получили около 200 человек. Однако позднее число пострадавших было скорректировано в сторону увеличения. Сейчас речь идет уже о 400 раненых. Оценки числа убитых также разнятся. Тем не менее, нет сомнений, что число жертв будет возрастать по мере разбора рухнувших зданий. На данный момент говорится как минимум о 8 убитых. Некоторые СМИ сообщают о 15 жертвах. Теракт был произведен в густонаселенном районе Кабула Шах-Шахид. Заминированный грузовик подъехал на минимальную дистанцию с расположенным там армейским подразделением. Вероятнее всего, взрыв произвел самоподрывник. Сейчас на месте теракта продолжают разбирать завалы, пытаясь спасти тех, кто находится под грудами камней. Пока ни одна из группировок ответственности на себя не взяла. Мог ли стать теракт ответом Талибана, против которого правительственные войска начали широкомасштабную операцию? Какая реакция последует со стороны правительства? И были ли до этого теракты столь поражающие по числу жертв и разрушений? Обзор полевой жизни Афганистана от эксперта и журналиста Андрея Серенко. После официальной смерти лидера этого движения, как вы помните, в конце июля было объявлено представителями талибов о том, что Мулла Омар скончался 1,5 года назад, и что теперь, после чего был избран новый лидер движения, Мулла Ахтар Мансур, который, впрочем, до сих пор пока не может похвастаться тем, что его поддерживают абсолютно все участники движения талибов, и полевые командиры, и боевики. Я думаю, что взрыв, который сегодня произошел в Кабуле, наверное, еще подобного рода теракты еще, наверное, произойдут. Они связаны с тем, что, я могу их объяснить тем, что, наверное, новый руководитель Талибана должен продемонстрировать своим подчиненным, своим сторонникам готовность продолжать джихад, готовность продолжать вооруженную борьбу с официальным Кабулом, должен демонстрировать свою такую жесткость, непреклонность, решимость в этой борьбе. Поэтому я думаю, что вот после избрания нового лидера талибов, конечно, следует ожидать очень серьезного обострения ситуации с безопасностью в Афганистане, именно потому что, скажем так, начинается презентационный период Муллы Ахтара Мансура на посту лидера Талибана. Мы уже несколько раз рассказывали о судьбе покалеченного в таджикской армии солдата Шахбола Мирзоева, который из-за избиения старослужащего и халатности руководства военной части и госпиталя вот уже 1,5 года остается парализованным. В мае мы с радостью сообщили, что суд Таджикистана все-таки встал на сторону пострадавшего и присудил ему компенсацию. Однако вчера военная коллегия Верховного суда отменила решение первой инстанции о выплате денег солдату-инвалиду. Отец парня пообещал и дальше бороться с судейским произволом. Согласно прежнему решению, пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, по вине которой парень остается инвалидом, обязаны были выплатить материальный и моральный вред в размере почти 120 тысяч сомани, или примерно 19 тысяч долларов. Хотя изначально пострадавшие просили больше, ведь родителям парня пришлось продать дом и другое имущество, чтобы в течение 1,5 лет оплачивать его лечение. Но и эта сумма тогда казалась победой над хаосом, который творится в армии Таджикистана. Однако вчера Верховный суд отменил прежнее решение. Ранее погранслужба заявляла, что даже выиграв он это дело, чиновники бы ему ничего не заплатили.
Теперь дело опять отправлено в нижестоящую инстанцию, где будет рассмотрено другим судьей. А значит, что разбирательства опять могут растянуться на 1,5 года. Между тем, родители парня уже продали все, что можно. Сейчас он нуждается в очередной срочной госпитализации, операции по удалению камней в почках, образовавшихся из-за неподвижности парализованного Шахбола. О состоянии парня, материальном положении семьи и о том, как дальше будет бороться семья за свои права, рассказывает адвокат семьи Шахболовых Дильшот Джураев. Да, сейчас планируется операция по удалению камней из почки Шахбола, потому что он лежит на одном месте, и все, как бы одна болезнь порождает другую болезнь. Поэтому сейчас ему необходимо сделать срочную операцию по удалению камней из почек. И они, конечно, нуждаются в финансовой поддержке. Я, конечно, не могу давать какие-то прогнозы или что-то предугадывать. Но посмотрим, что будет происходить в суде первой инстанции заново. Дело будет рассматриваться военным судом гарнизона Душанбе. И суд будет рассматривать дело по существу. Дело будет рассматриваться в военном суде гарнизона Душанбе. То есть это первая инстанция. Решение отменено, и все как бы вернулось на свои начала. Родители пострадавшего Шахбола Мирзоева попросили людей о помощи. О хаосе, поглотившем армию Таджикистана, можно судить хотя бы по 5 смертям новобранцев, которые погибли за последние 3 месяца после весеннего призыва. Практически в каждом случае Минобороны старалась выдать дедовщину и халатность офицеров за несчастные случаи. Теперь хотя бы понятно, почему. Ведь если государством будет признана вина, родители жертв смогут потребовать компенсации за убийство детей. А платить деньги, как мы уже видим, власть очень не любит. Между тем, хаос, очевидно, постиг не только армию, но и милицию республики. Иначе как еще можно объяснить, что в одном из районов у рядовых сотрудников каждый раз из зарплаты удерживается по 5-10 долларов на неизвестные нужды? В Хатлонской области Таджикистана милиционеры пожаловались порталу Азадагон, что бухгалтерия незаконно удерживает из их зарплаты по 5-10 долларов на неизвестные нужды, а также не выплачивает командировочные, ссылаясь, что нет результатов работы и не дает отпусков. Журналисты, конечно, позвонили начальнику ОВД района, но он категорически отказался комментировать факты, пока ему не назовут имена пожаловавшихся сотрудников. Что станет с сотрудниками, если СМИ бы раскрыла их имена, даже и не нужно говорить. Накануне, вплоть до позднего вечера, делегации Кыргызстана и Таджикистана вели переговоры по спорным вопросам на киргизско-таджикской границе в районе сел Кокташ и Саманьон. Вот уже 3-й сутки высокие правительственные делегации не могут договориться о стене и о реке. Пока стороны согласились открыть воду в канале Таджикскому селу и разблокировать дорогу на кладбище киргизской деревни. На все остальное, очевидно, не хватает политической воли. 3 суток чиновники решают судьбу АРК и стены, а также заявляют о необходимости найти виновного в произошедшем. Вице-премьер-министр Кыргызстана Абдрахман Маталиев заявил, что провокаторов нужно найти и наказать. Также он отметил, что изначально конфликт возник из-за гражданина Таджикистана, который на 20 сотках земли разбил сад, огородив его забором, который помешал киргизам пользоваться погостом. Теперь эту стену нужно передвинуть на 1-1,5 в сторону. Таким образом, причиной ранения 13 человек, 5 сожженных домов и автомобиля стал крохотный участок земли. Тем не менее, ни один чиновник, ни киргизский, ни таджикский, не говорят о необходимости обмена спорными 20 сотками земли, что в принципе разрешило бы проблему на корню, а не заморозило конфликт на время. Исламское движение Узбекистана самоликвидировалось. Все его члены вошли в состав исламского государства, а так называемый Большой Хорасанский регион, территории современных Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Афганистана, перешли под патронаж халифата. Такие выводы можно сделать по распространенному исламским движением Узбекистана видеоролику, на котором уже бывший глава Усман Гази присягает на верность лидеру ИГИЛа Абу Бакру аль-Багдади. На видео, назначенный ИГИЛом Новый Вали или губернатор Большого Хорасана, некий Саид Хафиз начитывает боевикам Иду послание, присланное Абу Бакром аль-Багдади, сообщает Азадлик, в распоряжении которого находится ролик. Пока неизвестно, где и когда был снят ролик, кто такой Саид Хафиз и действительно ли именно он в кадре. Однако на видео стоит логотип Жундулох пропагандистской студии Иду, что может свидетельствовать о подлинности события. Ранее глава исламского движения Узбекистана Усман Гази неоднократно высказывался об ИГИЛе в одобрительном ключе
речей заявлял, что исламскому движению Узбекистана больше импонирует политика Аль-Багдади, нежели Талибана. Кроме того, Осман Гази заявлял, что лидер талибов Мулла Умар на самом деле умер еще 14 лет назад. Все эти годы они распространяли ложные послания от него, поддерживая миф, а Талибан уже долгое время находится под контролем пакистанских спецслужб. По последним данным, сейчас боевики исламского движения Узбекистана воюют вместе с талибами в Северном Афганистане. Как повлияет на расклад сил исламистов переход ИДУ под контроль исламского движения? Насколько феномен исламское государство способен прижиться в Афганистане? Своим мнением поделился эксперт и журналист Андрей Серенко. Де-факто исламское движение Узбекистана давно уже перестало существовать как единая структура. Остался только бренд, осталось только, скажем так, осталось также, скажем, вывеска этого движения, да, а его основные боевые группировки давно уже были разобраны различными полевыми командирами, которые симпатизировали либо талибам, либо еще раньше присоединились к исламскому государству. Что официально, скажем так, было заявлено о ликвидации исламского движения Узбекистана и присоединении к ИГИЛ. Но я думаю, что в значительной степени это связано с тем, что, опять же, с фактом смерти Муллы Омара и, соответственно, с исчезновением того лидера талибов Муллы Омара в Афганистане, которому в свое время ни гласно, ни официально лидеры ИДУ тоже подчинялись. И в этом смысле, скажем так, хотя была известная самостоятельность этого движения в Афганистане и Пакистане, но тем не менее понятно, что Мулла Омар, оставаясь как бы верховным руководителем пакистанского и афганского Талибана, он на самом деле имел возможность влиять и определять политику еще и исламского движения Узбекистана. Теперь, когда Мулла Омар умер, я думаю, что лидеры, и политические лидеры, и полевые командиры ИДУ, они посчитали себя свободными от присяги ему, а также его преемнику на посту лидера движения Талибан. Поэтому они сделали, присоединились к движению к группировке исламское государство. Один из банков Кыргызстана, Акылинвест, сразу же после революции был объявлен бывшим имуществом Максима Бакиева, сына свергнутого Курманбека Бакиева. Согласно законам, имущество президентской семьи должно было быть передано в казну. Позднее каким-то образом банк перешел в частные руки. Сейчас же даже удалось узнать, в чьи. Владельцем банка оказалась супруга Чыныбая Турсунбекова, главы социал-демократической партии, то есть партии нынешнего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Редакция Азатыка удалось заполучить документы, которые подтверждают, что владельцем некогда едва не национализированного банка является Нуржан Тентемишева, жена главы партии СДПК. Оказалось, что изначально банк был зарегистрирован не на имя Максима Бакиева, а на подставное лицо. В хаосе постреволюционной круговерти бывшие у власти чиновники использовали этот факт и тихо продали банк, который должен был отойти в собственность государства. А купил его Чыныбай Турсунбеков, который сразу же оформил собственность на жену. При этом Турсунбеков не раз говорил, что не имеет отношения к этому, а его супруга отмечала, что претензии у правоохранительных органов были к зданию, а не к банку. Однако обнародованные документы опровергают факт, что Тентемишева не является собственником здания. Имя Чыныбая Турсунбекова в последнее время все чаще мелькает в связи с различными громкими коррупционными делами. Недавно арестованный за взятку глава президентской администрации Данияр Нарымбаев упоминал Турсунбекова как человека, который зачем-то присутствовал на встрече с дочерью бывшего чиновника, которая предлагала взятку. После Турсунбекова вызвали на допрос, но дело против него не возбудили. Кстати говоря, чиновник уже пообещал подать в суд на газету «Вечерний Бишкек», которая в статье «Стыдно за Атамбаева» задалась вопросом, что при разговоре о взятке делал глава СДПК и почему его не привлекли. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.